Юрий Мирошников родился и вырос в Сухуми, с детства увлекался футболом, но после окончания школы решил поступить на физико-математическое отделение Абхазского государственного университета. Но даже там его увлечения и талант не остались без внимания. Юрий начал играть за команду своего факультета и стал чемпионом АГУ в 1978 году. Затем выступал за команды «Спартак» и «Атолл» в городских и республиканских турнирах. Тренерскую деятельность Юрий Мирошников начал в конце 80-х годов и подготовил ряд сборников, в числе которых Акопян, Какали, Шамба и многие другие абхазские футболисты. Сразу после Отечественной войны народы Абхазии Юрий Михайлович на общественных началах набирает футбольные команды, тем самым психологически помогает многим ребятам справиться с тяжелыми последствиями войны. В 1997 году был удостоен звания заслуженного тренера Республики Абхазия. Сегодня один из воспитанников Юрия Мирошникова, Руслан Ахубов, вспоминает, как они все вместе после войны расчищали заросший, напоминавший лес нынешний стадион «Динамо», где уже сегодня проходят спортивные мероприятия, главное из которых чемпионат мира по футболу по версии КАНИФА. Победа абхазской команды на чемпионате принесла нам массу эмоций. Мы чувствовали себя пусть небольшой, но частью этого успеха, говорит Руслан. Для нас это, если честно, огромная потеря. Мы пока еще не знаем даже насколько, пока не осознали. Но тихонько начинаем уже понимать, что мы потеряли большого человека. Он был настоящий наставник. Это было действительно, кто с ним общался и кто мог что-то от него забрать и взять, научиться чему-то, это был человек, от которого можно было учиться и учиться. Команда «Нарт Сухум», воспитанники Юрия Михайловича, добились наибольших успехов. Игроки команды ни разу удостаивались высших наград Кубка и Суперкубка Абхазии, а сами футболисты получали звание лучших игроков. Традиции Юрия Мирошникова продолжает нынешний президент футбольного клуба «Нарт» Беслан Свинария. Команда и по сей день остается самой титулованной в Абхазии. Заместитель председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар вспоминает своего тренера с теплотой. Я думаю, что этот человек был один из немногих, на самом деле, кто просто жил футболом. Жил футболом и жил детьми. В любой момент ты мог бы обратиться к нему, и он знал день рождения своего каждого ученика. Могу сказать, что это, правда, был педагог. Да, педагог с большой буквы. Великие тренеры никогда не умирают. Они остаются в сердцах и памяти своих воспитанников навсегда. Астанда Оторба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.